И мы подходим к определению главного источника угрозы. Это советский школьный учебник. Потому что в советском школьном учебнике что было написано? И то, если было написано вообще. Что было такое паразитическое государство, Крымское ханство. Паразитическое, я помню это. Которое... Кстати, ты знаешь, что я книжку Надинского видел в библиотеке в школьные годы, вот, которую ты развенчивал не так давно, я внимательно читал. Извини, что перебил. Вот Надинский был, по-моему, одним из лучших, да, в создании мира? Ну, скажем так, его перу принадлежит каноническое изложение всех этих вещей. Не апокрифическое, да? Нет, в данном случае каноническое, и надо иметь в виду, что, опять же, там у него целый четырехтомник, и благодаря вот тому, что он существует, можно определить, как развивалось мифотворчество относительно Крыма в Советском Союзе. Паразитическое государство мы знаем. В котором жил народ-разбойник. И этот народ-разбойник ничем другим не занимался, как только угнетал всех своих северных соседей, собирал с них дань, осуществлял постоянные набеги. Но, наконец, там русские, украинцы объединились и, значит, решительной рукой сначала положили конец набегам, а потом взяли Крым и принесли туда цивилизацию, порядок и все тому подобное. И по большому счету советский школьник, который там в 2-3 абзацах, первый абзац, который был посвящен набегам татар на Русь, потом второй абзац был посвящен каким-нибудь героическим свершениям и Голицына, а третий абзац присоединение Крыма при Екатерине и Черноморский флот и все такое. И вот из этих 3 абзацев у него складывалось впечатление, что крымские татары суть враги славян. А весь советский учебник к этому подводил, что все кочевники на востоке враги славян. И настоящих крымских татар он не видит. Альтернативной точки зрения у него нет. И вот эта вот школьная парадигма о том, что крымские татары... Она исчезла из украинских школьных учебников? Да нет, конечно. Кто был